Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствуем всех. Сегодня у нас 63-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 19 часов 18 минут по центральноевропейскому времени, 20 часов 18 минут по городу Джохару. Я вас всех приветствую. С нами снова сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов. Аят, я приветствую тебя. Ассаламу алейкум. Алейкум. Добрый вечер всем, кто присутствует и слушает нас. Сегодня ситуация, которая складывается в мире, она каждый день тревожная и тревожная ситуация получается. Наши разные политики, разные блогеры, российские, украинские, американцы здесь начинают ожидать, что вот, мол, такое случилось, что Украина там захватила Курскую область, часть, и что это очень хорошо. Другие говорят, что это плохо. Но в целом мы можем говорить о том, что это так. Но в то же время людей, и там идет речь о том, что все же вот этот Северный поток якобы взорвала Украина по указанию Зеленского. Так, видимо, об этом не знал президент Байден, и не знали они, но они как-то это скрывали. И вот сейчас такая вот идет чехарда, потому что эти страны, которые находятся, скажем, в Балтийском море, они хотели получать этот газ, хотели прибыль себе иметь, несмотря на то, как раньше, понимаете. Получается, что Украина, по их разговору, вот это все организовала. Насколько это верно? Ну, это будет рассматриваться. Одни говорят, что это направлено против Залужного, который был, скажем, начальник ВСУ. Другие говорят, что это вообще, значит, предательство, что это власть, которая есть там или там, они все, значит, заботятся только о себе, а на самом деле они не хотят чего делать. Что можем мы по этому поводу сказать? Ну, в целом можно сказать только то, что они были, и когда у нас шли переговоры в Грозном и других городах, когда мы, Чеченская Республика, защищалась от российской агрессии, и тогда мы это правда. Мы не сделали, мы не давали. Мы никогда не направляли свои удары против. Пусть об этом знают все россияне. Но другое дело, что Россия открыто, прямо убивала наших людей, называла нас сепаратистами, бандитами, как вы знаете, и пыталась уничтожить нашу страну, нашу республику, наш народ. Выслать его. Главная цель была уничтожить наш народ, выслать его вдоль дальше Сибири, чтобы он больше туда никогда не возвращался на свою исконную, вековую, многотысячную историю, территорию. Так что сейчас то, что делает она может как значит, представлять то или иное. На самом деле, так это или нет, наверное, выяснится очень скоро. В ходе этой войны очень это важно, как и самой Украины, и нам важно, чтобы Украина победила эту гидру совместно с западными державами. Мы честно, там вот наши там воюют, бывает в плане
они этот вопрос не поднимают, но в конечном итоге они должны понимать, и сами украинцы, что эта война, это есть продолжение политики. Это сказано давно, это война есть, это продолжение политики. Поэтому мы должны знать, почему эту войну затеял Кремль еще в 1994 году против нас, почему он против Грузии и других стран затеял и вот это все ведет. Да потому лишь что он, этот Кремль, это имперский Кремль, и он пытается так или иначе представить такие дела таким образом, что все, которые эксплуатированы, да, это то ли бандиты, то ли националисты, то ли еще кто-нибудь такое. Раз они это делают, нам нужно как-то на этой основе противодействовать им. Как это противодействие идет в Украине, как это противодействие сами идет, скажем, на Западе. Эти вопросы очень важны. И вот уже сколько вот мы говорим о том, что вот сейчас происходит в Украине, что происходит, скажем, в других республиках, почему, скажем, Грузия, значит, приняла этот закон о иноагентах, и другое, что там происходит. И мы должны об этом думать, что же такое. А чтобы это понять, нам надо видеть интересы этих стран и видеть правила, которыми они, значит, руководствуются, когда они вот нападают и вот это все устраивают против мирных людей, убивают их. Что можно сказать сегодня о той власти, которая есть в Украине? Я думаю, что это героическая власть. Она такая же героическая, как и, помню, наша власть, которая была тогда, когда на нас напала Россия. Украинская власть, она не повернулась, не ушла, не соблазнилась тем, что ее вот там призывали, давайте мы вам дадим то-то, то-то, самолет, улетайте, уходите. Этого не сделали. И поэтому они сегодня организуют эту работу. В ходе вот этой всей деятельности, вот этой войны, естественно, что Крым это тысячелетиями вот это крутящие, вот это махинации, эти провокации, они, в кавычках, большие специалисты в этом деле, они будут пытаться обмануть людей, обмануть украинскую сторону. Вот как они сейчас говорят, вот мы готовы там на переговоры на основе того, что отдадите нам то, что мы раньше взяли, мы отведем свои войска, а вы, значит, тоже отдайте наш. Вот такой примерный разговор. Насколько это верить ему нельзя. А что делать, если верить ему нельзя? Что делать? Делать можно только одно. Объединиться всем, скажем, усилиям, странам, людям, которые есть в мире, политикам, могли противодействовать всякому поползновению в пользу, поддержку и пользу Кремля. Всякому. Это мы встречаем и в Украине, и на Западе, и среди нашего чеченского сопротивления. Об этом мы должны думать, об этом мы должны, значит, говорить нашим людям и сказать, что есть кто. Если мы не будем говорить правду, завтра мы станем соучастниками вот таких вот разных вот этих поползновений, которые удастся Кремлю делать то-то, то-то, и потом мы окажемся как бы у разбитого корыта. Ну, к примеру, я скажу такую вещь. В нашей Конституции Чеченской Республики есть такое положение, что все те решения, которые принимают любые, значит, представители нашей власти или там органы власти, там, парламент, президент или другой, что все те решения, которые противоречат основе нашего государства, они являются незаконными, не применяются судом, и с момента их подписания они не имеют юридической силы. Вот с этой точки зрения, когда на нашу вот так вот страну напали и столько людей убили, мы говорим, никто не может отменить то, что было принято нашим народом еще в 90-м году на своем общенациональном съезде,
И никто не может после предательства тогдашнего Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики, который перешли на сторону ГКЧП, начать говорить, что они правы, что они были лучше. Никто. Все это является то, что не воспринимается на основе решения нашей декларации общенационального съезда и нашей Конституции. Вот примерно вот такое вот состояние, они, эти наши вот, так скажем, такие вот деятели, которые есть и в самой республике сегодня, и есть на Западе, и есть в других странах, они всячески пытаются здесь насадить это мнение, что нам не нужно это государство, что нам нужно что-то другое. Появились какие-то умные люди, в кавычках, которые вот это все тиражируют, и люди, которые некомпетентны тоже в этом вопросе и включились в это обсуждение, они им рассказывают, как должно быть, что должно быть, почему должно быть, в то же время не приводя основу того, как в современном, скажем, мире, как строится и делается это все. И если это где-то происходит, они начинают говорить, что вот это не может быть, это неправильно, значит, потому что мы там, к примеру, одни говорят, потому что мы это не позволим, а это не, мы не воспринимаем такие вещи. Ну, а то, что он воспринимает или нет, он же не может ехать на машине и на противоположную сторону дороги, и чтобы и вот эта вся масса верхница двигает машин движущих, чтобы ее раздавило. И один может, а остальные все. Это глупость. Поэтому не рассказывая об этих вещах, идет вот такая вот, значит, пропаганда для того, чтобы в пользу Кремля все было как бы сотворено, и чтобы народ думал, что вот только Кремль прав, он единственный, он, значит, стоит на позициях защиты национальных традиций, он стоит на позициях защиты тех устоев морали и нравственности, и он вынужден был пойти, ну, скажем, и на Чеченскую республику, потому что они были бандиты, террористы, они взрывали все. Но давайте тогда разберемся, мы с вами, давайте скажем, вот по какому вопросу. Что это было, допустим, что было, допустим, в Чеченской республике, так? Как это было? По Украине понятно, что то, что они делают, это, чтобы они не говорили, нужно понимать, что это есть настоящая агрессия. Хотя и против нас они также агрессию организовали, но эта агрессия была и остается сегодня и против нашего государства, и против, скажем, Грузии, и против Белоруссии, и против Молдовы. Поэтому вот эти страны и будущие, так сказать, потенциальные жертвы этой России, они должны подняться. Меня удивляет, что когда мы так вот столько лет воевали против этой России, мы обращались к разным странам, которые вышли новые из Советского Союза, они отворачивали носом, вели и не хотели ничего делать. А сегодня они уже чувствуют некоторые. И это потому, что они были те же самые Баи и Трехлебаи или еще кто-нибудь. Посмотрите, многие из них вот сидят сегодня, вот такие вот вещи сегодня проповедуют и хотят остаться на своих должностях. Они уже по 30, а то и более лет сидят, своих сыновей назначают, близких назначают. Вот что происходит. То есть я хочу сказать, что борьба идет между тем, как мы будем дальше жить в этом мире, что установится, хотя в международном праве это есть, сказано, как должно быть, но вот это вот диктаторские режимы, которые пытаются так или иначе опровергнуть то, что делают страны, которые вот сегодня вот пытаются себя защитить, они это делают для того, чтобы сказать, что они правы, и поэтому они должны оставаться у власти. Но я-то на этом закончу коротко, а вы, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте, мы будем дискутировать. Пожалуйста.
Баркалаят. Благодарю. Напоминаю, пишите комментарии, задавайте вопросы. У нас стрим идет в YouTube на канале Reality и в TikTok. Пишите свои комментарии. Я их зачитаю. В Telegram сегодня у нас очередной раз не получилось организовать, чтобы было в Телеграме. В следующий раз постараемся уж хотя бы в следующий раз сделать это все. Обязательно. Да, я приветствую Черкесия, Ливан, Шамиль, Домитиев, Лемон Аз, алейкум ассалам. Друзья, всех приветствую, всем рады. Задавайте свои вопросы, спрашивайте. Аят, пока вопросов я не вижу, я бы хотел тоже немножко по Курской области, по этим событиям, там вопрос. Сейчас создали уже Курская группировка, Брянская группировка и Белгородская группировка, созданные русскими какие-то военные там группировки. И надо полагать, они собираются воевать и в Белгороде, и в Брянске, не только в Курской области. Для этого им нужны призывники. И как вы думаете, получится у них собрать такое количество призывников, и как отреагирует российское общество на то, что забирают срочников, которые клялись, божились последние 20 лет, что не будут отправлять на войну? Ну, здесь можно сказать, что они могут, хотят организовать вот это, но это будет, конечно, антипутинское движение должно стать, если они не ведут военное положение во всей стране. Значит, то, что они говорят, они не могут обосновать, оправдать и сказать, в чем причина. Хотя они говорят, что вот там это, они там нацики, они националисты, они там где-то, то-то, то-то. Мы много раз это слышали. И теперь в самой России, во власти России, как вы видите, много разных движений. Там они делают чистки вот всей верхушки, армейской и других. В общем, сажают, пересажать могут, пошли по пути, скажем, Сталина когда-то. Тот всех там сажал, пересаживал, потом еще, значит, расстреливал. Ну, в общем, вот в таком духе. Мне кажется, что Путин последние свои, как говорится, активы в этом направлении пытается закрутить, чтобы остаться у власти и чтобы сказать, что он здесь все равно вместе с этими, с его сателлитами, чтобы сохраниться. Но очень важно вот то, что украинцы пошли вот, и в Белгородскую, и в Курскую, и в другие области, сделали там целую зону, сделали, я могу сказать, предварительно, но, по крайней мере, они это делают, и это очень сильно в мире идет обсуждение этого вопроса, и это был правильный вопрос. Вот если нас спросить еще раньше, ведь мы же что делали? Мы совершали диверсионную атаку на территорию противника тогда. Диверсионную атаку на территорию, который убивал наших людей. А здесь вся Украина находится открытой, а эти изверги кидают туда бомбы, ракеты и убивают украинцев. И против этого выстоять почти ничего нет. Иногда, говорят, закинули 100, там 70 сбили. А какая разница? Достаточно и 30. У них это 1000, может быть. И дальше они круглые сутки делают то или иное, у них помогают. Что из этого получится? Мне кажется, это правильно. С другой стороны, мне кажется, что как бы они там ни крутились, Россия – это страна, которая не уважает людей. Это страна, которая не считается личностью, которая не считается народами. Ни с кавказскими, ни, скажем, других регионов, якуты, там, башкиры, буряты. Все им до какой-то степени
вообще на них наплевать. Они видимость там делали и готовы их уничтожать. Правда, на Дальнем Востоке они хотят их сохранить, а вот на Кавказе нас они хотят оттуда выдавить, чтобы Кавказ был, как говорят они, наш. Ну и сегодня, вот видите, вот эта история с Украиной, то есть с Грузией. Вот я так думаю, что как бы то ни было, но ситуация в самой России в перспективе будет ухудшаться. Мне бы не хотелось говорить, что там оно ухудшаться будет, еще что-нибудь. Но это не в нашей власти. Мы видим, что происходит, мы видим, как они напрягаются, мы видим, как, значит, многие люди, значит, от культуры или других, скажем, областей деятельности уезжают из этой России по разным странам и пытаются, значит, и ругают, и осуждает эту Россию. Путина осуждает. Ну сколько можно? Уже 2000 года он сидит у власти, уже 25 лет. Сидит у власти, управляет этими воровскими выходками, там, мы там замочим их, мы там это сделаем, этими привычками вокруг себя посадил этих людей. И, значит, у нас, и, допустим, в нашей стране, они тоже посадили своих там, значит, людей, которые являются его, ну, послушными деятелями. Я имею в виду марионеток. Они выполняют ту задачу, которую ставит Путин. Мы иногда говорим, вот они там то делают, мол, это кадыровцы все делают, это кадыровцы. Да Кадыров никогда ничего не сделал бы против своего народа, если бы его так вот не напрягала Москва. Это не значит, что Кадыров здесь не виноват. Но я говорю, главный враг сидит в Москве, и мы должны это понимать. Мы должны понимать, и отношение к этому должно быть соответствующее. Для нас, допустим, чеченцев, важно, чтобы мы на Западе здесь могли бы ну, показать остальному миру, что наш народ вот так вот был, значит, ввергнут в эту войну незаконно, что он оказался вот так вот избитый и получил вот такое количество смертей. Я хотел здесь привести еще раз один момент, который из истории мы говорили раньше, но сейчас повторюсь. В 1700 году чеченцев было около 2 миллионов, их территория там расширялась более в 2 или в 3 раза с лишним больше, чем сегодня, которая есть. И когда кто-то первый шел на нас с войной, то тогда вот эти все воспоминания этих генералов русских, вот этих писателей, они там говорили об этом. И в итоге тогда в 1703, потом в 1816, если не ошибаюсь, стало из источников достоверных, может быть, которым верить, конечно, я не знаю, потому что это преувеличение. Сказано, что чеченцев осталось 120 тысяч. Представьте себе, они за 1 век довели нашу войной, они довели наш народ до 120 тысяч. Чеченцев они ссылали 6 раз ссылали, убивали, мучили. Потом, значит, в итоге получилось, что мы тогда теряли вот такое количество людей за это время. Сейчас вот, когда эти были 6 ссылки, когда они шли, скажем, в другие страны, тогда же не было ни машин, ничего. Они там пешком на телегах шли, на них разбойники делали нападения, их грабили. В общем, испытали такие жестокие, значит, моменты, которые в отношении них вот так вот вели. И они там стали, вот попали они в ближневосточные страны, и там выживали. Вот последняя вот депортация нашего народа, наш вот историк Бакаев Асан, он вынес вот такую вот раскладку. Я внимательно читал, но я об этом знал еще раньше, когда
наш архив возглавлял Далхан Хожаев, я тоже говорил. Он говорил тогда, что нас выслали не 300-400 тысяч, как русские утверждают, а 1 миллион человек. А так и было. Почему? Потому что по всем этим данным, которые есть в архивах, то они 1 миллион человек убили в это время. Там же на месте. Топили в озерах, закапывали, значит, в ямах, потом сжигали в каких-то конюшнях. И по ходу действий там по пути тоже уничтожали. И в конечном итоге, через 13 лет, когда наш народ возвращался, то нас оказалось, ну, по разным данным, сейчас скажу, одни говорят 300 тысяч, другие говорят 400 тысяч. Вот 1 миллион человек возьмем 400 тысяч. И из них где-то около 100 тысяч это были дети, которые родились там. Это, как говорят, прирост нашего населения, который там у нас был. И получается, по итогам, ссылка нам обошлась почти 700 тысяч убитыми. А вот последняя война, в которой мы воевали, вот, и которую продолжаем, и сейчас продолжаем ее вести, это показывает, что мы потеряли 250 тысяч убитыми, расстрелянными. То есть нам нужно только заключение делать наше, что нам нужно сопротивление организовать, нам нужно, как говорили наши все видные ученые, видные политики, нам нужно делать так, чтобы в рамках международного права мы были правы. И так и было. Мы и сделали это при распаде Советского Союза по всем международным правам и создали свое государство. Но создаем мы это или не создаем, нам нужно, чтобы западные страны нас признавали для того, чтобы утвердить это положение. А что мы можем, как это сделать, что делать, когда всюду вот эта российская пропаганда, даже люди с нашей, скажем, нашей нации, национальности, тоже ведут такую работу, которая делает все для того, чтобы сказать, что мы были бандиты, террористы и все такое. Вот посмотрите, на Западе здесь разные деятели, они общественные организации, они, значит, какие-то политические движения. Посмотрите, что они говорят. Мы это хорошо знаем. Потом, я думаю, что по этому вопросу мы специально сделаем какой-нибудь, значит, стрим, в котором разложим все по полочкам. Они с первого, как говорится, дня, как здесь вот появились эти люди, они появились здесь в какой роли? Они появились здесь в роли беженцев. А они себя выдают за власть, они выдают себя одни и вторые за власть, и от имени там чеченского государства пытаются выставить себя, когда в то же время есть легитимная власть, правда, в усеченной форме, потому что война и все было. Это президиум правительства и наши соратники. Они делают из себя и говорят, что нет никакой власти, нету, этого не должно быть. Почему они так говорят? Да потому что они здесь вот раскручивают вот эту ситуацию таким образом для того, чтобы это было на пользу Кремля. Ничего там нет другого, я говорю, реально нету. Но с другой стороны, они могут не понимать эти вещи. Их лидеры могут это понимать, что они хотят. Вот один из них вот выдает там, много раз выступал и говорил, вот, мы, значит, мы не должны были свое государство строить, нам нужна она, мы призываем признать наше государство независимым государством России. Потом они говорят, нафиг нужна нам эта независимость. Потом они говорят, что мы собрались с этими, как их, деятелями между собой, там какие-то деятели, собрались и решили, значит, провести какой-то там съезд разных деятелей. Они беженцы пытаются здесь представить себя властью нашего народа. Когда у них никаких полномочий есть, они могут только заниматься помощью тех людей, которые здесь находятся на Западе, нашим людям, а проводят именно политическую работу. Вот в это пытаются. И что самое, значит, интересное, в кавычках, то, что этих людей здесь на Западе
и, скажем, в Украине в той же, или там в Польше, и в других странах. Ну, правда, не во всех, но вот таких вот странах их воспринимают, как будто они таковые и есть. И главным образом, потому что Москва их постоянно, значит, вот таким вот подставляет и через свою агентуру пытается из них таковые делать. Что будет, если мы так будем продолжать на Западе? Куда идет Запад? Не туда, куда мы стремились, не туда, куда наш народ в 90-м году объявил о том, что мы создаем свое суверенное демократическое правовое государство, а куда-то в другую сторону. Так ли это? Я не верю в это. Думаю, что здесь есть какие-то огрехи, ошибки, и об этом мы должны говорить. Вот мы бывали там на разных конференциях, встречах, и везде нашим, так скажем, в кавычках оппонентов, везде их здесь даже люди, которые находятся во власти в той или иной Совете Европы или там Европарламент, отдельные личности, их за руку ведут. Почему? Мы спрашиваем, это что такое? А мы с вами, допустим, наши люди знают, кто они такие, чем они занимались. И они даже не стесняясь, и здесь вот это все выдают, открыто выдают и говорят вот то-то, то-то и то-то. И это не волнует никого. Так вы поймите, это же те же самые отщепенцы, которые были от нашего примерного народа и которые являются друзьями, скажем, тех, которые сегодня противодействуют Украине и другим демократическим странам мира. Поэтому здесь этот вопрос должен быть очень-очень толково рассмотрен, и этим людям мы сами говорим им, мы не можем скажем, на Западе заниматься вопросом политики или осуждения, или суда, и что такое. Мы говорим, что вот эти они занимались тогда, то делали, это делали открыто. Мы молчали долгое время и хотели, чтобы они пошли на эту, как говорится, изменение, признали свои ошибки и вернулись к конституционному полю. Но вот как-то никуда они не идут, потому что их поддерживают некие силы на Западе, в том числе и в Украине это есть, к сожалению. Поэтому мы должны об этом думать, Аслан. Это в первую очередь. Барклай. Барклай, Дейресур. Вопрос от Ливана. Вопрос уважаемому Аяду. Возможно ли такое, чтобы компенсировать урон поражения в Украине, потом Россия усилит террор на Северном Кавказе и ведет войска в Грузию, чтобы помочь КГБшной власти Грузии, как в 1981 году в Польшу под эгидой военных учений ввел войска там на помощь пророссийскому Ярузельскому. Это после поражения в Афганистане, притом. Ну, что я могу сказать? Я не исключаю такой вариант, не исключаю. Но я говорю свою точку зрения, я не исключаю. Потому что история, она как бы повторяется, но она повторяется сегодня пока что в худшую сторону для нас. Мы должны уметь делать выводы, смотреть, что это и как, и делать все для того, чтобы это не повторилось. И мы должны объединиться сейчас, я же об этом как раз и говорил. Что там в Грузии делается, мы видим, что там в других кавказских государствах, тоже там вот это все происходит. И это сегодня не радует, собственно говоря. Нас не радует. Нам хотелось, чтобы Грузия была бы, значит, и демократической, и свободной, чтобы она была и на Западе. Хотя там местные власти и другие там говорят, что то-то, то-то, то-то. Ну, например, я думаю, что они против выступили, потому что тамошняя власть сегодняшняя, она пытается сохраниться. Она пытается сохраниться. Если она пойдет по пути, скажем, западной, скажем, системы власти и будет в этом укрепляться, то этой власти придется уйти, потому что там будут выборы свободные. Там свободные люди будут иметь право выбирать и президента, и парламент свободно. Вот о чем идет речь. Я так и думаю.
А сейчас, если за это мы будем бороться, и в Грузии это будет бороться, то победа будет за нами. Мы грузинский народ уважаем, это наш братский народ, вековыми, как говорится, с традициями. Мы жили и на Кавказе, и остаемся такими. Мы очень переживаем за Грузию, ну и за другие республики, конечно, тоже Кавказа. Башка. Так, гражданин Ичкери, Шавик Машвову, алейкум ассалам. Я вас приветствую все, друзья. Мы вас приветствуем. Аят, смотрите, мой вопрос предыдущий был по поводу того, что Брянск, Курская области и Белгородская области, они готовят войска. И вот почему я его задаю. Очевидно, сегодня Путин полетел в Северную Осетию, стал за 20 лет, уже прошло 20 лет с момента, когда палач Беслана Путин сжег детей и всех заложников вместе с захватчиками Колы в Беслане. И сегодня он стал на колени, на оба колена стал, перекрестился, как верный ленинец и коммунист, и встретился с матерями Беслана, с этими матерями погибших детей в этой школе, детей и других взрослых, и других людей, кто там погиб. С чем это может быть связано, Аят? Такое впечатление, что Путин готовится к признанию части своей вины и выстраивает какую-то линию защиты, именно в правовом смысле, завоевывая симпатии тех, кого он вчера 20 лет назад убивал и молчал. Да, деньгами они заливали, но молчали. Того, что сделал сегодня Путин, не делал 20 лет. Но по прошествии этого времени уже как-то что-то забывается, люди успокаиваются, и тем более, если он там платил им, на самом деле это они убили всех людей там. Они убили. Путин убил, и это весь мир знает. Сегодня, когда он становится на колени и приехал туда, это значит, что он признает, что встал на колени. Что он хочет сказать? Что он сказал? Сказал, что он виноват в этом деле. Он виноват уж тем, что он вообще развязал эту войну против чеченского народа, республик, который создал свое государство, и пытался это государство, мол, уничтожить. Он, до него Ельцин, и пытались это государство уничтожить. Для чего им это нужно было? Они хотели на Кавказе, как я говорил, утвердиться. И сегодня я не думаю, что матери, я не думаю, что весь мир его простит. Он слишком поздно пришел туда просить прощения. Тогда, когда это было, и Масхадов говорил, что я иду туда, и прямо туда наши стрелять не будут, он не пустил его. Помнишь, наверное, да? Он не пустил Масхадова. Он, значит, не хотел, чтобы тот выглядел миротворцем и лучше, чем он, и начал всех убивать, и все вину перетащил, обвинил на чеченскую сторону. Вот что было тогда. А сегодня то, что он говорит, я не думаю, что его простит украинский народ, матери, родители, близкие не простят его. Хотя они могут промолчать. Хотя они понимают, что есть другая угроза для них. Если, мол, развалится Кавказ, там, мол, пойдут разные эти движения, у Осетии захотят отбрать ту территорию, которую Россия им отдала, пригородный район, так? Потом, значит, это все, он этим демонстрирует, что он, мол, на их стороне в вопросе даже борьбы с ингушами и чеченцами. И всегда так было. Все бы то ни было, всегда, даже в войну, когда наши люди ушли туда и воевали, так получается, это
фашистская армия пришла на территорию Кавказа, она дошла до, скажем, нашей республики. И в Осетии она была. И они нас обвинили в предательстве нашего, который вообще ни духом, ни сном не знал, о чем они там болтают, знаете, что говорят. Им нужно было нас обвинить и на этой основе выслать, убить наш народ. Вот чем они занимались. Осетин не выселяли, к счастью, они сохранились, но они должны понимать, что в семье вот этих народов, которые есть на Северном Кавказе, нам в любом случае придется жить мирно, надо искать какие-то пути реализации. И этот человек, который сейчас пришел туда, это бандит. У него нет ни совести, ни морали, ни нравственности, мы же это понимаем. Поэтому, исходя из этого, сейчас мы сейчас не можем ничего сделать, но, по крайней мере, осудить можем. Простят ему эти люди, наверное, покажут, что они простили каких-то людей, которые это сделают, скажут, вот они простили, это сделали чеченские бандиты и все такое. Для чего это чеченским бандитам нужно было, в кавычках? Ни для чего не нужно было. Мы не собирались ни на каких людей нападать, ни на школу, никуда. Это все ложь. Ложь. С первого дня, как они начали нападать на нашу республику, ложь и ложь. Вот они говорят, вот Чеченская республика, это, мол, здесь вот на Западе есть люди, когда их спрашивают, ну почему на Чеченскую республику напали, а на другие, допустим, Кавказские республики никто не напал. А почему на вас напали? Вот некоторые наши там историки, деятели заявляют. А потому что, знаете, есть эффект домино. Одно, все упадут. То есть, другими словами, они говорят, что мы являемся частью России. А на ком основании, спрашивают, они это говорят. Это как раз есть то, что подтверждает те слова, которые, в кавычках тоже подтверждает то, что делает Москва, что они якобы правы. Вот эти деятели у нас есть. Поэтому простые люди, они просто понимают, что там происходит и что будет. Я так думаю. Ну, то, что сейчас он за 20 лет не делает шаги, которые он не делал за 20 лет, могут свидетельствовать о чем? О том, что он готовит осетин или боится, что они восстанут, их ведь на войне очень много погибло сейчас в Украине, или же готовится к защите. Вот в этом был мой вопрос. Как ты думаешь? Ну, я вот имел в виду, когда отвечал тебе, что он пытается их на свою сторону переманить, сказать, что он недостаточно был. С какой целью? Зачем? Для того, чтобы сейчас на Кавказе, вот представьте, он пошел туда и сказал это. А к ингушам он не поехал. Правильно? Конечно, не поехал. А? Не поехал. Да. Значит, он поддерживает осетин, а не поддерживает этих ингушей. Территории, которые они захватили в 1944 году, и до сих пор часть Владикавказа была. Так что здесь вот такие спорные вопросы, которые надо решать только мирным способом, я так думаю. А эти, значит, используя вот эти моменты и внедряя вот это то же самое, как сегодня они там Крым и вот точно территории оттяпали и начинают, это наши, это русские. Тип такого, там он провокацию делает. И он направляет там, чтобы там было столкновение. Вот, не готовят ли они столкновения? Да. Заручиться одной Они стороной. будут столкновения. А кто будет? Эти осетины, может быть, и не виноваты, там только часть людей из них, которые там были втянуты в эту кровавую, скажем, вакханалию, которую они сделали в 92 году. Я был там, когда они вот это устроили пригород городов, резню, убийство людей. И некоторые, это были российские войска, и на танго у них сидели и осетинские боевики, сидели у них. И они убивали этих ингушей. Но это были не ингушские, то есть не осетинский народ был здесь виновен,
Осетинский народ не выносил таких решений. Это были вот эти агентуры, которые полностью являются подконтрольной у Кремля. Но Да. они по национальности здесь есть. Поэтому здесь вот этот вопрос очень тонкий, и здесь надо его планировать, решать, скажем, не сиюминутно, не сейчас, а запланировать, вот как это будет сделано, через какое время это было, в принципе, это решать. Мы тогда, когда были еще там во власти в 91-м, потом в 95-м, 97-м годах, еще при Жахаре, говорили, что нужно с осетинами тоже, они наши в любом случае кавказцы, в любом случае мы должны с ними как-то найти общий язык, иначе постоянно их вытягивают туда Кремль. А он их вытягивает почему? Потому что у него есть экономические ресурсы, у него есть возможность вот где-то им давать какие-то привилегии осетинам, да, допустим, в целом. У него есть возможность назначать их на некоторых должностях. То есть это идет вот такая вот хитрая политика, вытаскивая этих людей, назначая их. Вот это что. Не более того. Все. Надо полагать, то, что вставание на колени перед вот теми, кого он убил вместе с своими ФСБшниками, Да. военной армией, осетина может обойтись еще дороже, чем когда он их убивал, потому что их к чему-то, видимо, готовят. Ему нужны союзники. Ну да. Дело в том, что осетины, они вот часть из них, они по своему происхождению, часть из них, они это иранцы, иронцы они называют. Иронцы. Да. Но часть из них, из наших людей, вот надо же, свет поток у меня. Да, ничего не видно. Да? Секунду, я сейчас. А вот что тут. Сейчас видно? Да. Значит, здесь такая ситуация, это не случайно, совершенно не случайно. Это часть плана. Это часть плана, который сегодня вот они запланировали. Я не сомневаюсь в этом. Они делали это раньше, и у нас, и у других, ну, разные хитрости с их стороны. Поэтому нам как-то вот, если нам в первую очередь что нужно? Нам нужно, чтобы, вот, к примеру, я хочу сказать, вот Чеченская республика, как и другие страны бывшего Советского Союза, создала свое государство в 91 году по всем нормам. Остальным республикам, которые были там, Кремль, ну, можно сказать, обманом и силовым давлением, значит, не дал им это сделать, не дал им провести те или иные мероприятия, атрибутики. Так? И вот когда они уже Советский Союз, когда распал, нужно было что? Нужно было эти республики, которые вышли, они вначале стали союзами, статус изменился, а потом, когда СССР распал, они стали странами, у которых этих странам нужно было решать те или иные вопросы, связанные с принятием декларации, связанные и выбором власти, и ориентировки, что они будут делать. Им это не дали сделать. Ни Ельцин, ни его окружение. Их просто взяли, втянули и заставили быть частью Российской Федерации России, назвав их там президентами какое-то время, а потом через какой-то год, я не знаю, не прошло, все это убрали. То есть они не считаются ни с кем. И осетины, и другие люди должны понимать. То есть, чтобы это знать, надо как-то вот эти вопросы смотреть, насколько они реальны. А чтобы понять, что было тогда, вот тогда, надо обратиться к тому времени. Что было тогда, какие были, значит, условия, мировые условия, какая была обстановка в мире, что было. Вот об этом надо тогда нам думать. Я думаю, так вот. Баркал. Эд задает вопрос. Салам всем свободным людям. Салам Аят, салам Аслан. Аят, ваше мнение по поводу, почему Путин приехал? Не слышу.
Я не услышал вопрос. А, В Баку? Мгм. Но это точно так же он демонстрирует свою лояльность к этой стране, а это связано с тем, что и Баку, и Турция как увязаны, так, и здесь рядом находится этот Иран. То есть этот пучок, где это все есть, они пытаются что-то там решить, запланированные у них эти действия. Но я не думаю, что Баку согласится с ними по тем вопросам, которые у них являются ключевыми. А ключевые вопросы, они, значит, захватили ту территорию, которая Карабах называется, и не хотят его отдавать, естественно, хотя армянская сторона говорит, что это наше, споры идут. Но здесь нужно вопрос тоже как-то его решать. Ну, решать его надо все равно в рамках международного права. Это то глубокие корни, имеющие ситуацию. Ее надо раскручивать, получается, на более высоком уровне, чтобы решить. Это Запад, ООН. Все, я так думаю. Или это с газом, с нефтью может быть с транзитом связано? Аят? может быть, но дело в том, что в этом в Армении, насколько я знаю, нет никаких там этих газовых и нефтяных проводов, так? И вот я недавно читал статью одного э, корреспондента, политика, который говорит, что нам нужно обязательно не скрывать себя, а идти на открыто идти на все и приглашать на свою территорию тех людей или, значит, другие там движения, чтобы это все шло через Армению. Тогда мы только будем, как бы, значит, развиты, тогда мы можем сохранить себя. А если будем спину показывать и вот это, значит, изображать, что мы обижены, то мы вообще можем оказаться потом еще в тупике. Вот такую вот статью я читал одного моего знакомого, значит, корреспондента и политика, толковый мужик, как говорят. С ним мы общались и говорили по этому вопросу. Поэтому и туда он поехал, наверное, потому что остро стоит вот азербайджано-армянский вопрос, и эти вопросы решать. Вот поэтому он поехал. Что он может поехать, как может. Он может поехать, что-то там ищет, что-то на свою сторону перетянуть хочет, что-то там сказать, и взамен что-то им дать. Или сказать, давайте нам то-то, то-то, давайте нам способствуйте перекачку или перекидки разных дронов или других, скажем, снарядов, чтобы из Ирана. И потом их вот эти все которые есть в России, могли бы напрямую попадать, даже хотя Армения это делает, но чтобы не было проблемы, чтобы они могли. То есть они какую-то такую масштабную такую линию, мне кажется, готовят. Просто в Курской области там какой-то хаб газовый, газпромовский, Ага, и да, его да. взяли под контроль украинцы. И некоторые утверждают, что это может быть связано с тем, что теперь этот газ, который должен был идти через Курскую область, теперь куда-то как-то его нужно что-то с ним делать. Ну, Может это, быть, может быть. Мы не можем сейчас да, предугадать, что информации там мало. происходит, но общее вот это направление понятно, что Да. империя пытается так или иначе, пытается решить эти вопросы. Здесь вопрос такой, знаете, вот империя, она может, вот один человек может там все решать. Все. А вот, допустим, демократические государства, пока они какой-то такой вопрос решат, они будут там мытариться туда-сюда ходить, не могут решить, обсуждать, и вот это все. Оно, значит, затягивается. Вот в этом плане используют свою вот эту, значит, основу своей имперской власти Путин и эти диктатские режимы
способны решать вопросы быстро. Я хочу сказать, что вот мы в своей Конституции и в своем положении о военном положении и о других делах, связанных с войной, агрессией, мы приняли решение, что в случае агрессии нашей страны и военного положения президент становится главнокомандующим и обладает всеми полномочиями решить вопрос на территории нашей страны, значит, так, чтобы привлечь и привлекая все ресурсы, людские, материальные, все, что есть, он имел право организованно, он имел право приглашать. То есть мы вот этот период даем. Но дело в том, что было только сказано два запрета. Президенту было запрещено подписывать акт о капитуляции, и президенту было запрещено подписывать, заниматься законотворчеством. Вот эти два момента только были запрещены, потому что это основные вот такие моменты были, которые там по разделу власти было. А остальное он мог у нас принимать решения. Поэтому Жихар Дудаев мог принимать в ходе войны, и эта война, которая до сих пор продолжается, мы не сняли с себя никакие, значит, не подписали никакие документы. Мы находимся в состоянии войны, наша республика находится в состоянии войны. И поэтому, мне кажется, надо вот так вот действовать. Это, да, мое мнение, но там же как это решается. Я просто пример наш привожу. Баркал, Эдмомедов, также вопрос Аяду. Как вы думаете, если будет обвал рынка нефти, и нефть будет по $1, сколько фашистская Российская Федерация продержится? Это надо подсчитать, взять ручку, сесть и подсчитать. А иначе, ну, конечно, если это так будет, у них вообще будет все, как говорится. Вот как-то выступал этот Явлинский, говорит, вот вы говорите там то-то, 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 Западу. Говорите, что вы такие хорошие. А кто давал, говорит, Ельцину в 95-м, 6-х годах миллиарды долларов, чтобы убить чеченцев? А потом говорит, а вы не знаете, что каждый день сегодня Россия получает 30 миллиардов долларов? Почему? Надо подумать над этим. Вот такие вопросы ставил этот политик, Явлинский, кстати. Поэтому вот эти вещи, которые идут мимо вот этих санкций, они позволяют сегодня России расширяться, раскручиваться. У нее же нет сейчас никакой там власти, которая бы могла решать проблему, которая есть, скажем, экономическую. Сейчас у них такое напряжение там, что не понимаешь и не поймешь, куда они выйдут сами, они находятся в такой ситуации. Поэтому я хочу сказать, что $1 это вообще гибель для них, потому что они сами ничего почти не производят. Они на эти доллары, которые к ним и сейчас идут, они закупают разного рода там дроны и все такое, или им дают это кредитом, но все равно это не то. Долго им кредиты не будут давать. Наверное, и Китай перестанет, да, и другие. Так что вот такая ситуация, мне кажется. Уже я, по-моему, вчера это было, видел Сечин 20 миллиардов, что ли, рублей или триллионов рублей попросил на то, чтобы там ему не хватает. Это Сечин, который занимался нефтью и газом все это время. Да. Требует инвестиций от государства. По-моему, там 20 миллиардов рублей, что ли, была речь, ну, или еще больше. Да. Это отлично. Так, есть информация, Аслан, что Россия организует совместные военные учения в Абхазии, мобилизует население и использует их в Украине. Да, Ливан, эта информация, она очевидна. Мы знаем, что абхазы воюют, есть специальный там отряд, да, есть такой, который воюет против Украины.
И ваши опасения, Ливан, я считаю, они не беспочвенны. Да-да, так оно и есть. Если они пытаются втянуть в эту войну на своей стороне все вот кавказские народы, они пытаются это делать. Им нужно, чтобы кровь людей была, значит, на руках этих людей. Вот в чем дело. И тогда они уже дальше должны что-то делать и перейдут на другую сторону, сдаваться будут. Там нет не а на этой стороне, если они не хотели, значит, теперь им приходится оставаться там, что-то делать. Вот что я думаю. Тоже вопрос касательно наших людей, которые кто-то обманом, кто-то насильно, кто-то, конечно, за деньги попали на войну, их называют кадыровцами, там есть и Росгвардия, есть и военные, там разные есть, но их всех в целом принято называть кадыровцами. И очень такое важное, мы об этом говорили, но тоже хотелось бы еще об этом сказать немного. Важное такое событие сейчас происходит, информационно-психологическая специальная операция, когда пытаются представить самым абсолютным злом кадыровцев, так называемых кадыровцев, а не саму вот российскую армию. Например, нам известны украинские экзотические там журналисты берут интервью у одного пленного 22-летнего молодого чеченца, который рассказывает, что они втроем дали 25 бойцам, срочникам, 3 офицерам и 22 бойцам отступить, а сами остались держать оборону. И этих людей, которые дали отступить вот этим срочникам и офицерам троим, из которых один, по-моему, полковник или подполковник, и 22-летние остаются на рубежах, держат оборону, пока все у них там не сгорает, и они отступают, и в лесу находят вот тех бойцов, вот этих 25 русских, которые отступили и ждали их там в лесу. Потом он дает команду, они ходят, блуждают там, дает команду, и они сдаются. Это один случай, эпизод. Это такой заградотряд, который сам ведет бой, потом ведет этих людей, прямо к украинцам выводит, и без боя они их всех, чтобы не нести потери, сдаются. Потом русского показывают, русского парня. Это уже другой, тоже, видимо, экзотический украинский журналист, блогер рассказывает, где уже русский парень стоит. И этот, уже которого допрашивает русский пленный парень, срочник, и он говорит, да, с нами были ахматовцы, мы все отступили, 3-10, потом блуждали, и то же самое вышли на украинцев, у нас оружие мы почти все побросали, вышли на украинцев, и вот этот кадыровец, вот этот ахматовец, это бандгруппа Ахмат, он приказал, сдавайтесь, и мы все сдались. И это представляется, как будто какой-то плохой поступок совершил этот ахматовец. Для Украины, мне кажется, лучшего поступка просто придумать невозможно. Без потерь они захватили 25 человек. И вот эти вещи вот наслаиваются одно на одно, и нам пытаются представить, что эти чеченцы, которых русские геноцидили, должны умирать, и украинцы так нам рассказывают, некоторые украинцы, и, конечно же, русская пропаганда. И вот сейчас, когда взяты несколько сот уже срочников, по некоторым данным до 2000 уже военнопленных есть российских в руках Украины, матери вот этих срочников, матери, родственницы создают петицию. И в этой петиции они указывают, что их сыновья сдались, а ахматовцы, по крайней мере, одному из них 22 года было, которого показывали пленного, а они типа подлые трусы и так далее, и так далее. А вот не сражались, то, что их сыновья сдались, как-то их мало волнует, а вот то, что ахматовцы тоже не сражались, а то сдались, это как бы очень расстраивает. Дайте этому оценку, Аят, вот этому обыкновенному русизму, который высказывается как, к большому сожалению, с Украины, так и оголтело с фашистской российской стороны.
Ну, здесь что скажешь? Они здесь, люди некоторые не понимают, может быть. На самом деле это рекруты, которых Москва и этих русских, это чеченцы туда направляет насильно. Есть. Они туда направляют. И сдались, то если это намеренно им сделано, они это понимают, я считаю, что это правильно, потому что эти русские нас убивали. Я же говорю, они убивали нас все эти годы и сейчас убивают, и в тюрьмах до сих пор сидят наши люди. Тысячи даже людей до сих пор сидят, которые по 20, по 25 лет заключения. И пожизненно. И некоторые из них, когда выходят, их просто там добивают или делают из них коллег в целом. Вот такая ситуация, они не упускают их нормальными людьми. Вот этим, поэтому эти чеченцы, которые это понимают, если не понимают, они должны создать, мне кажется, какую-то там свою линию, группу для этого дела. Но не знаю, как это у них получится. Надо же видеть, какая у них там ситуация, почему они это сделали, почему они пошли на это. Но, скорее всего, они пошли, наверное, потому что они знают, что русские – это больше враги, чем украинцы, и понимают, наши люди понимают, которые там есть, родители, другие все понимают, кто убивал наших людей. Я думаю, это исход вот таких вот размышлений. Вот так я думаю. А вот что должно делать украинское гражданское общество чеченской национальности, которое на самом деле очень немаленькое там в самой Украине? Они должны какие-нибудь шаги предпринимать в этого, ведь их чернят. Я так думаю, что Украина, чеченское какое-то там общество, если тоже немалое, они здесь, среди них может быть агентура специальная, понимаешь? Власти должны проверить, кто они и что. А они потом какой-нибудь номер выкинут, как тот, помните, когда Закаев и Джамбета одно отправили, а потом как себя вел. И Джамбета сам как себя вел. То есть опыт есть, и поэтому здесь они, украинцы, больше так, я думаю, не сделают. Они должны понимать, что нельзя все время одни и те же грабли наступать. Надо посмотреть, насколько эти люди готовы, значит, противодействовать и что они делают. Можно или нельзя, мне нужно какое-то вот время, наверное, для этого. А в целом тенденция сама правильная, я так думаю, правильная. Баркалай. Эд Мамедов задает еще вопрос. Ну, он комментирует, точнее, свои предыдущие вопросы по поводу того, что вот поэтому наш кандидат в президенты США Дональд Трамп так и хочет сделать, и все вопросы будут решены. С фашистской Российской Федерацией вынуждена будет капитулировать, обвал нефти рынка. Аслан, ты знаешь, в Украине очень много есть агентуры, особенно в СМИ и блогеры, и они все делают по указке фашистской Российской Федерации. Очень хитро и подло. Не все это понимают. Нужен закон полиграф в Украине. Говорит, ну да, это было бы хорошо, если бы этот закон был. Но да, это так, что есть такое дело, я в самом начале говорил, и нужно очень быть в этом отношении. В ходе этой войны, в этой ситуации, не зная, что там происходит, в миг это может ситуация развернуться. Поэтому те люди, которые там находятся, они должны понимать, что надо делать и как надо делать. Это власть сегодня действующая, ее не надо, как говорится, подножки ставить. Надо, чтобы она, значит, решила вопрос по освобождению территории Украины, и чтобы она на этой основе подняла вопрос, конечно, и о освобождении территории Ичкерии, и Грузии, и, скажем, Молдовы и Беларуси. Вот это, если сделает Украина, это будет великое дело в пользу, так сказать, тех основ, которые мы сегодня пытаемся решить. Украина пытается решить. Наполовинку сделать это означает, что
потом они будут вот эти все места держать и снова будут закручивать свои гайки, и против Украины тоже они это сделают. Это известно украинцам не менее, чем нам, но мы тоже в этом вопросе очень хорошо разбираемся. Марко. И развивая тему Ливана, который затрагивал тут по поводу перевода вот этой всей агрессивной оргмассы после поражения от Украины на Кавказ, в частности в Грузию. Какая позиция чеченского, во-первых, президиума правительства будет в отношении? И какая должна быть позиция нашего народа, Чечне мы заложников все, а вот кто находится за границей? Но я хочу представлять себе и знать все наше население, беженцы должны понимать. Мы это разъясняем, отвечаем на вопросы, что ничто не должно быть против тех решений, которые принял наш народ в 90-м году, и против той конституции, которую мы приняли. И всякие разного рода там люди, которые, значит, придумывают свое мнение, не понимая, что было и как было, а где-то там были, сегодня вдруг образумились и что-то говорят, эти люди не понимают до конца. Если разобраться, кто они, тоже получится для них самих это открытие. Потому что они не знают сами, что говорят. Некоторые, я имею в виду. А другие, которые идут на поводу, они обмануты. Поэтому есть одна линия. Линия – это сохранение нашей правовой базы, всех, кто на этой основе стоит, и значит, решение всех вопросов только на этой основе. И легитимной властью в усеченной форме, но является только президиум правительства, потому что мы являемся людьми, которые были избраны на 97-м году нашим народом. Вот это есть основа. И это мы должны донести до всех европейских стран и других ситуация, которая складывается, им объяснять это. Но здесь вот настолько запутано все, что они не хотят думать о наших проблемах. Но мы должны им напоминать, что если эту проблему вы не будете содействовать нам помогать, вот эту проблему, то значит и вы свою проблему тоже можете как-то провести мимо, и потом окажется в той ситуации, как и мы оказались. Мы должны это им говорить. Мы должны об этом, встречаясь, говоря, доказывая, приводя обоснование. Мы это делаем, но то, что мы делаем, это еще пока, как видим, недостаточно, как бы мы ни делали. У нас нет, к сожалению, тех возможностей финансовых, которые нам дали бы возможность этим заниматься. Мы говорим вот через этот блог, который у тебя есть, говорим через свои блоги, мы писали много раз, но нас как раз-таки Россия везде пытается блокировать. Это тоже война, которая идет против нашего народа. И наши люди это должны понимать. Многие, к сожалению, до этого не додумываются и разные разговоры ведут, опускаются на уровень обсуждения тех вопросов, которые, как вам сказать, предварительные вопросы для того, чтобы войти, решать этот вопрос. Надо сразу этот вопрос решать. Именно и надо решать этот вопрос не с каким-то окружением, которое ничего не решает в России или в других местах, а с теми, кто может это решить, властью тех или иных стран. Вот по этому вопросе нам нужна помощь, с одной стороны, с другой стороны, нам нужно, чтобы и помогали нам решать вопросы и в другие экономические процессы, чтобы мы могли здесь на Западе и в Украине активно работать в пользу этой нашей линии правовой, обоснованной и единственно верной. Баркалает. Мамедов также пишет, фашистская Российская Федерация применяет все ресурсы, включая уголовный мир, и мы знаем, границ у них нет, бывшего СССР. Поэтому в том числе нужен закон полиграф, особенно в Украине во время войны ограничить СМИ и блогеров. Как вы считаете, Аят, нужно? Что я могу сказать про это? Украинцы
об этом много раз сказано, нужен этот закон или нет. Посмотрите, очень большое число украинцев находится на Западе. Молодые люди тоже, ну и девушки там, и много, до 5 миллионов, говорят, выехало. А может быть больше, да? Их там пытаются сейчас собрать, чтобы они вернулись. Здесь вот такая вот ситуация, когда они надеются, что там вот эти, которые есть, воины, все, они этот вопрос решат, мол, добьют эту Россию. На самом деле они должны понимать, что они должны активно сами в этом участвовать и должны быть ответственны. И это очень важно. Вот когда у нас, помните, началась война, 90, скажем, основная война, это в 94 году, 11 декабря, то наши люди, молодые люди, другие, массово вернулись в нашу республику, в страну и участвовали в сопротивлении. Они чувствовали себя чеченцами, они говорили, что там жить больше нет смысла, потому что вот так вот все там происходит, они видели. Это очень важно. Конечно, среди них было вкрапленной, агентура была вкрапленная, которая смуту наводила. Так есть и сегодня, и в Украине. Я в этом убежден, и не может быть иначе, потому что это линия вот, Кремля. И ее нужно вычищать, конечно же. Если Украина одержит военную победу над Россией, а внутри это военные, которые ведут военные боевые действия, а внутри, в Киеве, в других местах останется агентура, есть ли вероятность, что вся победа может уйти в песок? Но, вы знаете, это уже вопросы люстрации, это вопросы законов, которые принимаются, это вопросы, кто есть кто. Должны вот это зачистки должны быть, которые должны говорить, кто был и как, чем занимался. Поэтому вот это то, что ты говоришь, и этот полиграф, и это, наверное, будут принимать Украину, но мы не знаем же это, как они сделают. Мы просто говорим свое мнение, все. Мгм. Будут или нет, мы не можем сказать. Ясно, спасибо, благодарю. Так, друзья, я напоминаю вам, стрим у нас идет в YouTube и в TikTok. Пишите комментарии, немножко активней, пожалуйста. Эд задает вопрос. Как вы думаете, если бы Запад помог Ичкерии хотя бы на 50% тому, как сейчас помогает Украине, где мы были бы сейчас? Мне это даже вот этот вопрос кажется таким, знаете, да нигде сегодня Россия не была бы. Мы бы изгнали этого противника со своей территории и бы развивали свою страну с другими государствами, общаясь, и все это делать. Но они, напротив, дали помощь России, чтобы они нас уничтожили. Потому что у них там башни взорвали, этот, значит, начал говорить Путин, что это мы сделали, потом они начали другие вещи говорить. Ну, мы знаем с вами это все. Если бы нам была хоть какая-то помощь, это было бы совершенно другое. Это было бы не только политическое, это историческое политическое решение было бы Запада. Это было бы решение. Сегодня препятствует тому, чтобы мы могли этот вопрос совместно с украинцами и с другими странами этот вопрос обсуждать и решать. Мы эти письма, я повторяюсь, направили такие же, как в Украине, и отправили на их языке и Польше, и Литве, и Латвии. А Эстония нас еще в 1993 году решением парламента признала
решением парламента признала и сказала, там, сделала заявление, что при первой возможности решить вопрос о признании Чеченской Республики. Так что вот такая ситуация. Мы должны вот это все учитывать и понимать, что происходит. Да. Так, Баркал. Ливан, я полагаю, ваш вопрос не поместился весь, и я полагаю, вы пишете продолжение вопроса, но я начало сейчас тогда первую часть вашу прочитаю. Вопрос уважаемому Аяду. Почему пока что Запад воздерживается от признания Чеченской Республики Ичкерия, ведь Чечения, ведь Северный Кавказ в целом, являются ключом Кавказа для России, и если Чечения останется под влиянием России, не будет никакой стабилизации и демократии. И, и на Южном Кавказе, или может уже на этом этапе, не то, что когда-то произойдет признание ЧРИ. Я, может, неправильно прочитал, поняли, Аят, что имеете в виду? Ну, как сказать, вопрос такой обширный. Да, конечно, если бы нам удалось бы поддержку и признание остальных государств иметь, то мы в перспективе уже могли бы начать развивать свою экономику, развивать ее в той или иной форме, иметь на Западе свои какие-то там предприятия государственные, которые потом бы перешли, может быть, туда у нас в республику. И у нас была бы основа для того, чтобы другие страны мира, допустим, кроме тех, которых я назвал, чтобы они могли уже признавать наше государство, потому что это на уровне международном уже сделано. Нам надо было только с ними встречаться, говорить, значит, убеждать их, рассказывать, что и есть. Но у нас много пока что врагов, и внешних, и внутренних врагов, которые под любой личиной пытаются вообще сбить с толку наш народ. И нашей власти, и нашему народу, который мы изберем, когда освободится наша территория, который вновь мы изберем, они должны понимать, с чем мы имеем дело. Они должны знать, в чем вообще суть вопроса. А то многие наши не знают, в чем суть вопроса, и потом, может быть, как-то это свернуто, и, как говорится, оскомину набить всем. Поэтому здесь надо очень осторожно и правильно действовать. Нам бы хотелось, чтобы так Запад и сделал, знал бы наше государство. Ну, в любом случае, как-то вопрос и с Ичкерией, и с Грузией решать после победы Украины придется в любом случае решать. И все зависит, наверное, от активности как грузин, так и граждан Ичкерии, которые сегодня не очень активны, скажем прямо. Ну, скажем так, что Грузия – это центральная страна на Кавказе, центральная, да? И поэтому вокруг нее, там, которое все делается, они эту страну пытаются так или иначе сбить с толку. Это Кремль пытается, они подвели и захватили так называемую Южную Осетию, которая являлась всегда частью Грузии, и 40 километров от Тбилиси находится. Что такое 40 километров для России, чтобы разбомбить весь этот? И они находятся под этим, как говорится, ситуацией дамоклового меча. Понимаете? Поэтому сейчас эти вопросы требуют того, чтобы и Грузия, и Чечения, и другие имели международную, значит, защиту. И тогда это будет, как бы, пытаться решать, и народы эти будут пытаться это решать. Сейчас нам нужна сила военная и правовое решение. Все то, что принимается, должно быть с правовой точки зрения, а не просто там, потому что захотел тот или нет. Обосновывая все, и как это было с самого начала, эти власти вернуть на свои места, освободить из территории, и тогда будет только все верно, насколько это мы с вами понимаем.
Так, гламур, алейксалам, амин, амин. Сколько мы уже говорим уже? Ну, почти 1,5 часа мы в эфире, Аят. Без 5 минут. Хорошо, если люди есть, давай. Друзья, давайте задавайте вопросы. У вас есть уникальная возможность. Не проходите мимо. Вас столько смотрят и задают вопросы 2-3 человека, 4-5 человек максимум. Ну, вообще некрасиво, что? Принимайте участие. Хорошо, Это нужно посмотрим. всем, это не нужно Аяду и мне только лишь. Это нужно нам всем. И вы все должны принимать участие. И не только чеченцы. Мы же специально на русском языке для всех вас вещаем. Русские тоже присоединяйтесь, задавайте вопросы. Может, у вас есть какие-то острые вопросы. Здесь нету русофобов, каких-то там, как нас пытаются представить. Наоборот, я думаю, с удовольствием ответит и на ваши вопросы, даже на острые. Да, конечно, на любой вопрос. На любой вопрос, который они поставят, мы ответим. Ну, кроме вопросов, скажем, моих семейных. И все. Остальное все мы готовы отвечать. Эд пишет комментарий. Мы, американцы, пока не понимаем, какого верного союзника мы получим, когда поддержим Ичкерию. Дело времени. Все будет. Ичкерия будет признана. Да. Дай бог, дай бог. Да, так и будет. Так и будет, да, Мула. Так, да, Мула. Может требовать от ОДКБ, чтобы они помогли Путину. Может требовать Путин от ОДКБ, чтобы они помогли Путину воевать против Украины. Может он? Ну, не знаю, это вопросы. Они могут что угодно, они же что угодно могут. Но это они смогут или захотят ли, это будет зависеть, кто там в этом деле участвует, горит ли под ними кресло, или горит ли возможности потерять свои должности, деньги, там много чего, понимаете, от этого зависит. Угу. Ясно. Удается ли сохранить язык, культуру оккупированной Ичкерии? Алекс спрашивает. Но, в принципе, да. Наш народ всегда свой язык берег. И даже когда в советские времена нам запрещали, мы говорили на своем языке, и в Сибири, и в ссылке, кто тот не говорит на своем языке, чуть ли не считали предателем. Ну, я в кавычках говорю, как это так? До того, что ты можешь быть не нашим, это что такое? Вот так. Так ставится вопрос, и оно так и есть, потому что наш народ, Россия и своей империи пытается уничтожить, изничтожить, скажем. Уничтожить это слово неправильно говорю. Она хочет убить наш народ. Изгнать его с этой территории, которая, вот эта территория, в которой мы находимся, которая была у нас. И что затем решать свои проблемы там с теми пришельцами, которые никогда не будут им препятствовать. Все. В этом все вопрос. И хотя язык на самом деле занесен в перечень ЮНЕСКО, список исчезающих языков, чеченский язык, и благодаря тому, что недавно Google ввел аварский, абхазский, чеченский языки. Да-да, мы видели это. Почки. Это поможет развить нашему языку и в мире, чтобы его знали. И наши люди, которые на Западе находятся, молодежь, чтобы его знала. Здесь вот появились разные рода эти каналы, которые на чеченском языке передачу делают. Там, значит, сказки и другие там вот прибаутки, ну, что угодно для детей имеется в виду, из которого там, чтобы люди знали наши. И дети очень активно смотрят и любят смотреть это, кстати. Вот такие дела. Так, валейк салам. Аса нохчу махта.
суббота ахирюк, ой, аллахтер, ночью мата, вторник я, ну хинца, ой, на субботу, хитстелер ходится, пропустите. Сундел, ночью мата, а я деца суббота ахирю, кана сюица ахирю ночью мата, ой, кане дола. Как вы думаете, Украина будет воевать до развала России, или они захотят остановиться? Вот такой вот вопрос от Шах Нури. Я как думаю, до развала России. Если Украина победит, то этот процесс будет запущен для развала России. Вот в чем вопрос. Если она, значит, изгонит, то должен быть трибунал, то должен быть процедура, значит, восстановления всех, значит, ущербов нанесенных и в человеческих жизнях, и материальных. Это все должно быть сделано. Я так вот полагаю, об этом речь идет. А чтобы это не получилось, как бы препятствует этому Кремль и его сообщники. Вот и все. Вот так. Я думаю, развал России, у них и так нет границ. Чему разваливаться, если не имеет границ? Курская область уже наша, Курская Народная Республика. Осталось Брянскую Народную, Белгородскую. Все как хотели. Декоммунизацию, вы видели, Аят? Декоммунизацию украинцы начали. Вот эти... Надо деимпериализацию. Да, декоммунизацию, да. Когда Путин начинал войну широкомасштабную, он сказал, вы хотели декоммунизацию, вы получите декоммунизацию. А теперь нацисты, бандеровцы пришли под Курскую область, и Ленина памятники взрывают. Да. Бедный Путин. Он ни одного памятника так в Украине не установил Ленину. А уже эти пришли. Не зря говорил Джохар Дудаев, не считайте украинцев настолько слабы, как вам кажется. Потому что живые будут завидовать мертвым, когда украинцы вернутся на свою землю. Так что все будет, да, мула. Завтра тут спрашивают меня, да, Алекс, Google ввел чеченский язык, аварский, абхазский, есть Google, вы можете пользоваться. Еще есть немножко шероховатости, но в переводе, так вроде бы очень даже неплохо, я вам скажу. И с вами я. Время завтра обычно в 16, в зависимости от, как я освобождаюсь. С вами я где-то, может, в 17 будет. Точно время у меня иногда меняется. Так, Ливан Кочарава. Для Грузии Ичкерия самый важный и надежный стратегический партнер. Это не только цивилизационный вопрос, что мы братские народы и одна цивилизация. Наши конфессии всего лишь наши конфессии, наша всего лишь идентификация. Это и политический вопрос. Вива Ичкерия. Вива Грузия. Ливан. Что вы скажете? Вива Ичкерия. И Вива Грузия. Капитуляция фашистской Российской Федерации не за горами, говорит Эдмамедов. Я тоже в это верю. Да, поддерживаю, да. Да. Вот Трамп придет, если придет Трамп, вот как раз с него и начнем. И порядок Трамп приде, порядок наведе. Да. Посмотрим. Да. Желаю чеченским братьям процветания, и дай Аллах, чтобы вы восстановили суверенитет. Спасибо, Шах Нури. Спасибо. Да, мы обязательно деоккупируем нашу страну, обязательно. Я предлагаю на этом завершить наш стрим. Мы более 1,5 часа в эфире. Давай тогда завершим. Вопросов. В следующий раз поговорим еще, посмотрим, что и как. Хорошо, давайте. Удачи всем. Спасибо.
Я немножко здесь простыл, поэтому... Да, Но машаллах. ничего. Я рисую. На этом тогда наш стрим заканчивается. Спасибо всем участникам, кто задавал вопросы. Ливан, Эд, все, Да. кто задавали вопрос. Спасибо вам большое. Ждем вас на наших следующих стримах. Всего самого хорошего. Адикюэль Машоэль. Аят, до свидания. До свидания всем. До свидания. Всего хорошего. До свидания.